На очередное заседание суда Эдуард Шилкин пришел налегке. Говорит, дурная примета – вещи собирать. Хотя до этого он целый год провел в следственном изоляторе. Обвинения серьезные – незаконное хранение боеприпасов и угроза представителю власти. Лишили свободы отца 3 детей после того, как он предположил, что закон в стране один для всех. Вот тот самый гараж, который я приобретал у предыдущего хозяина, прокуратура усмотрела, что он находится близко к воде. Им было принципиально, чтобы я отодвинул его на 20 метров. Но если вы посмотрите по остальным соседям, то здесь сплошные нарушения абсолютно у всех. Шилкин был готов снести свои постройки, но захотел, чтобы то же самое сделали и другие владельцы прибрежных домов. Я пришел в прокуратуру и сказал, давайте сносить планово. И я, как бы законопослушный гражданин, мне сказали, что здесь находятся такие люди, как глава района и депутат Шарыпова. Этих людей они неприкосновенно трогать нельзя, и поэтому на них закон не распространяется. Решил Эдуард Шилкин бороться за справедливость. Снял нарушения на видео. Вот, к примеру, часть озера, засыпанная скальником. Участок принадлежал на тот момент прокурору Андрею Расторгуеву. Обличающий материал Шилкин хотел отвести в вышестоящую инстанцию, в прокуратуру Красноярского края. Но не успел. К нему пришли с обыском. Как говорит Эдуард, обыск проводили сразу 7 сотрудников, без понятых. Связаться с адвокатом не дали. В сейфе для охотничьего ружья нашли 4 патрона от пистолета. По какой-то странной причине, отмечают адвокаты обвиняемого, в момент выемки шкатулки и открытия крышки не попали на кадры, снятые сотрудниками правоохранительных органов. По обвинению в незаконном хранении боеприпасов, статья 222 Уголовного кодекса, Эдуарда Шилкина отправили в СИЗО. А чудеса происходят и по сей день. Патроны, якобы найденные у Шилкина, эксперт по баллистике первоначально оценил как табельные. Позже в деле появилась новая справка, уже без этой формулировки. По нашему мнению, если табельно, то необходимо сделать исследование. Если табель, значит, принадлежит какому-то оружию, конкретно нужно провести исследование, откуда оно будет появиться, и, возможно, это бы привело нас либо в Шарыповский ГУВД, либо в другой какой-то орган. Но именно эта формулировка была исключена. Защита еще надеется снять обвинение с Шилкина по 318 статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти». Тот самый прокурор Расторгуев, чей участок с засыпанным озером попал на кадры любительской съемки, заявил, что обвиняемый угрожал расправиться с ним. Правда, узнал он об этом от некоего Попова, как говорят горожане, своего друга. Аудиозапись этого разговора адвокаты отправили на экспертизу. По самой аудиозаписи видно, что она просто начитана. То есть диктофон лежит между ними и начитан. То есть нет такого, что там зашел, поздоровался, шаги какие-то, пришел, стул видно, сел и так далее. То есть признаки инсценирования данного разговора. То есть для третьего лица. Но судебные заседания съемочные группы до сих пор не пускают. Истец Расторгуев наотрез отказывается общаться с журналистами. А Эдуард Шилкин подумывает уехать из родных мест, где прожил более 40 лет. Только вот когда это случится, не загадывает. На свободе лишь несколько месяцев, а впереди приговор суда. Но в положительный исход я, конечно, не верю, потому что мы живем в России, с системой бороться очень тяжело, практически невозможно. Но вообще, конечно, я буду бороться до конца, оправдать свое честное имя.